Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И начнем с актуального курса валют. По информации Центробанка России, доллар сегодня стоит 74 рубля и 96 копеек. Цена евро 90 рублей и 47 копеек. Покупает доллар США по самой выгодной цене сегодня Восточный банк за 75 рублей и 40 копеек, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 75 рублей и 10 копеек. Европейскую валюту покупает за 90 рублей ровно Восточный банк. Продает евро по самому выгодному курсу Азиатско-Тихоокеанский банк за 90 рублей и 72 копейки. Количество зарегистрированных самозанятых в России перевалило за 2 миллиона человек. В январе 2019 года самозанятые оплатили налоги на 8 миллиардов. Ежедневно к проекту присоединяется более 5000 человек. Основная часть самозанятых – это граждане от 30 до 40 лет. В Якутии на сегодняшний день специальный налоговый режим на профессиональный доход выбрали более 9000 граждан. Из них 40% горожане. Среди сельских территорий лидируют Хангаласский улус, затем Мегино-Кангаласский и Горный. Есть немало преимуществ для самозанятых. Во-первых, это 4 и 6% льготные налоговые ставки. Также от самозанятых не требуют заполнения отчетов и деклараций. Не обязательно и платить страховые взносы. Также им выделяется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Отмечу, что с момента реализации нового налогового режима от самозанятых в бюджет республики поступило более 14 миллионов рублей. Для НПДшников предоставляется вычет в размере 10 тысяч рублей. Это сумма не наличными, и оно не освобождает полностью налог. Это скидка процентов на ставки. То есть, если физическое лицо работает с физическим лицом, то ставка налогов 4% уменьшается до 3%. А если услуга оказывается юридическому лицу, то ставка 6% уменьшается до 4%. Глава Якутии в Ленске принял участие в выездном совещании о подготовке к паводку и пожароопасному сезону с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Первым делом оперативная группа ведомства совершила облет акватории реки Лены для осмотра опасных участков, где наиболее вероятны заторы и повышение уровня воды. Превентивные мероприятия были проведены как на Лене, так и на других реках Якутии заранее. Евгений Зиничев отметил готовность оперативных групп для прибытия на период прохождения паводка в Ленский район. Сегодня МЧС России в своей работе использует все современные технологии. С помощью космического мониторинга смоделировано 53 возможных участка заторов. У нас на территории республики вскрытие рек прогнозируется в сроки близкие к средним многолетним. Паводок ожидается с начала мая в 15 районах на реках Лена, Алдан, Виду, Янган, Тарта, Нюе. С середины мая до начала июня на реках Колыма, Яна и Егирка в 6 районах республики. Не исключается прохождение ледохода с образованием сложных крупных заторов на затороопасных участках. В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории республики организован комплекс необходимых мероприятий. Создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы, единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 16 576 человек, 2799 единиц техники, 191 плавсредства, 20 единиц авиационной техники. Правительство в рамках поручения президента подготовило поправки в закон о газоснабжении в Российской Федерации, которые снимут с населения финансовую нагрузку на газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак. Подробности в экономическом обзоре узнаем у Ивана Лазаренко, он сейчас на связи. Иван, приветствую. Каким образом будут компенсированы расходы операторов за подключение газа к конечным потребителям? Сергей, здравствуй. Эксперты называют несколько вариантов. Одним из них это ускоренная индексация оптовых цен на газ. Второй способ предполагает введение акциза или специальной оптовой надбавки на газ, как в случае дорожных фондов или акцизов на моторное топливо. При продаже газа населению акциз применяться не будет. Последним базовым вариантом эксперты назвали увеличение инвестиционной программы «Газпрома».
Вы смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вице-премьер России Александр Новак раскрыл подробности о бесплатной подводке газа к домам россиян. Он объяснил, что если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, которая работает в каждом регионе. Напомню, 21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков и поручил правительству разработать соответствующий план мероприятий. Корпорация малого и среднего предпринимательства представила основные положения проекта новой стратегии развития до 2025 года. Так определены 6 ключевых направлений деятельности на следующие 5 лет. Финансовая поддержка малого бизнеса, развитие рынков сбыта, обеспечение малого и среднего предпринимательства инфраструктурной поддержки в регионах, поддержка предпринимателей на старте и на всех этапах жизненного цикла, а также защита прав предпринимателей и цифровизация мер поддержки. В обновленную стратегию войдут задачи по цифровизации процесса получения мер поддержки и повышение уровня информированности предпринимателей, в том числе путем постоянного диалога с бизнес-сообществом. В основу стратегии заложены также принципы, как простота, доступность, автоматизация процессов на всех этапах, органичное встраивание новых инструментов в уже существующие бизнес-процессы, а также диалог с бизнесом. Упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Из правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата. Ранее существовало правило, по которому владелец сертификата обязан был оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств мат-капитала, в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей в течение 6 месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с купленного жилья. При этом надо было указать доли каждого из собственников. Ограниченное авиасообщение России с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавируса в этой стране привело к росту продаж туров с кэшбэком в России на 27% за 2 недели. В первую неделю после ввода ограничений на полеты в Турцию число покупок туров по картам МИР увеличилось на 30%. Число активаций карт МИР также выросло на 33% по сравнению с предыдущей неделей апреля, сообщили эксперты. На рост числа покупок по картам МИР, считают аналитики, повлияли как ограничения на турецкие рейсы, майские праздники и их продление, так и акция Ростуризма по туристическому кэшбэку за туры. Это возврат 20% денег на туристические поездки по России, который осуществляется на карты МИР. Продажи туров с кэшбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Наибольший рост зарплат за 12-месячный период пандемии зафиксирован в сферах здравоохранения и IT. В сфере здравоохранения зарплаты выросли почти на 15%, в сфере информационных технологий на 13,5%. Уровень зарплат как в сельском хозяйстве, так и в сфере финансов и страхования поднялся на 7,7%. Самое большое снижение зарплат отмечено в гостиничном бизнесе и общепите. Здесь зарплаты упали на 6%. Аналитики связывают снижение здесь с сокращением работников этой сферы. К этому часу у меня пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, я с тобой прощаюсь и передаю слово тебе. Иван, спасибо. Это был Иван Лазаренко, а мы идем далее. В Нерюнгри продолжают обеспечивать жильем молодых семей. Данная выплата реализуется в рамках федеральной программы «Жилище». Как работает эта программа и кто может рассчитывать на получение средств, узнала Ирина Кичигина. Она на прямой связи с нами. Ирина, добрый день. Я передаю тебе слово. Здравствуй, Сергей. Поскольку многие молодые семьи к началу совместной жизни еще не успевают обзавестись собственным жильем, для них предусмотрены меры господдержки. Какие молодые семьи могут рассчитывать на данную госпомощь, расскажет начальник отдела молодежной и социальной политики Нерюнгринской районной администрации Наталья Угарова. Для того, чтобы стать участником программы по обеспечению жильем молодых семей, необходимо выполнение ряда условий. Прежде всего, это возраст
каждого из членов семьи не выше 35 лет включительно. Во-вторых, это доход в размере выше прожиточного минимума на каждого члена семьи. И в-третьих, это наличие потребности на улучшение жилищных условий. Что это значит? Это значит, что на каждого члена семьи по месту его регистрации, по месту проживания должно приходиться не более 12 квадратных метров. То есть это все вычисляется по определенным формулам, и мы приглашаем наши нерюнгренские семьи обращаться к нам в отдел, где мы поможем и вместе посмотрим все документы для того, чтобы наши молодые люди стали обладателями этой социальной выплаты. 1 января 2021 года в Нерюнгре в очереди на получение выплаты находилось 58 семей. В этом году из 3 уровней бюджета – федерального, республиканского и муниципального – было выделено более 11,5 миллионов рублей. 9 семей уже получили свои сертификаты на приобретение жилья, и 1 семья ожидает получения в ближайшее время. Сергей? Ирина, спасибо за информацию. Но сейчас мы переходим к актуальной эпидобстановке в регионе. Продолжает расти число новых заражений COVID-19. По информации Оперштаба, за сутки выявлено 88 новых случаев. Из них большинство в Якутске, 52. В Татинском районе заболели 10 человек, в Мегино-Хангаласском 9, в Чорапчинском 7, в Кобяйском районе 4 случая, в Нюрбинском 3, по 1 заболевшему в Вилюйском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории республики провели почти 2500 исследований на COVID-19. На брифинге министр здравоохранения региона Елена Борисова напомнила о важности вакцинации. Она проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пункта, созданы 119 мобильных бригад. Поступило в Якутии всего 114 412 доз вакцин против COVID-19. Получили первую прививку 106 тысяч человек, вторую – более 60 тысяч якутян. Использовано 93% от общего объема вакцины. Сегодня, на 28 апреля, сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Самая главная задача остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организации, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Уже год на передовой борьбы с коронавирусом трудятся врачи-инфекционисты. Именно они первыми приняли удар болезни. В рамках рубрики «Будни врача» наш корреспондент Сарглан Неустроева побывала там, куда вход закрыт для всех, кроме врачей и их пациентов, в красной зоне. Нательное белье, СИС, маска, респиратор, 2 пары перчаток и резиновые сапоги. Вот и вся защита врачей, которые ежедневно работают в красной зоне. При этом чувствуешь себя как в очень маленьком и замкнутом пространстве. Нечем дышать, жарко, начинаешь паниковать. Однако все это обыденность для инфекционистов. Домой возвращаемся поздно. К концу рабочего дня не встаем и не уходим, да? Как бы получается. И так каждый день, в выходные бывает дежурство. Обычный рабочий день. И что самое сложное в вашей работе? Постоянно носите костюмы, спецкостюмы, надевание, снимание. Но мы уже привыкли, как будто мы всю жизнь так и работали. Уже даже вот первое время было тяжело дышать в респираторах, а сейчас не чувствуем даже, как будто организм приспосабливается ко всему. Врач Виктория Ишниязова приняла первого больного коронавирусной инфекцией на территории республики. За год борьбы с коварной болезнью ей и всему коллективу отделения пришлось столкнуться с разными случаями. Но Виктория признается, до сих пор самое сложное в ее работе – это ухудшение состояния больных. Документации много, то, что вот больных много, это, конечно, это вторично. Самое главное то, что
вот, ухудшения состояния. Мы все так работаем, и медсестры, и санитары на более таких уже повыше нагрузках, да, поэтому друг на друга смотрим и некогда расслабляться. Действительно, как признаются врачи, за год службы на передовой коллектив инфекционного отделения стал друг другу семьей. Особую атмосферу чувствуют и пациенты отделения, ведь на время изоляции их единственными собеседниками становятся сотрудники инфекционки. Поступила я сюда 13 апреля с положительным результатом, с ковид. Вот, лежу я уже сегодня, наверное, 14-й день. Вот, лечусь. Проходит лечение у меня стабильно. Здесь врачи очень отзывчивые, персоналом тоже очень довольна. Здесь все такие отзывчивые, очень внимательные, всегда вовремя поднесут градусник или там что-то, медикаменты, да, все по режиму. К сожалению, на сегодняшний день врачи отмечают рост количества больных. Ежедневно в отделение поступает около 20 человек. 99 уже проходит лечение в стационаре. Всего на огромное отделение с 5 этажами больных ковидом приходится около 50 сотрудников, в том числе 12 врачей. Сарглана Неустроева, Григорий Григорьев, Якутск. Герцог и герцогиня кембриджские посетили ферму в английской деревне Литл Стайтон. Они осмотрели поля и скотные дворы, а также попробовали себя в качестве трактористов, рассказывает Сергей Белец. Поездка в графство Дарем на северо-востоке Англии стала первым общественным событием, в котором герцог и герцогиня кембриджская приняли участие после окончания официального траура в связи с кончиной принца Филиппа. Уильям и Кэтрин посетили ферму Стюарта и Клэр Чепменов. Хозяин предложил им прокатиться на тракторе. Принц первым занял место в кабине и после короткого инструктажа совершил круг по полю. Затем настала очередь герцогини, которая не менее успешно справилась с управлением сельскохозяйственной машиной. Стюарты показали гостям скотный двор и родильное отделение для отела коров и окота овец. Дочь хозяев, Кловер, познакомила герцогиню со своим подопечным ягненком. Британская пресса напомнила, что 29 апреля исполняется 10 лет со дня свадьбы королевской пары. На следующий день BBC покажет документальный фильм, посвященный их браку. Первая в этом году суперлуния наблюдается с вечера понедельника по всей планете. Астрономическое явление завершится сегодня. Следующее ожидается уже совсем скоро, в мае. Розовую луну увидели наши коллеги. Полная розовая луна взошла над минаретами и куполом большой мечети Айя София в Стамбуле. Нынешнее явление носит название суперлуния. Оно происходит в тот момент, когда спутник находится ближе всего к Земле. Для мусульман настала примерно середина месяца Рамадан, а для христиан восточного обряда это полнолуние перед Пасхой. Феномен, который обозначается скорее астрологическим, чем астрономическим термином, наблюдали жители Буэнос-Айреса в Аргентине. Ночное светило отражалось в водах реки и залива Ла-Плата. Розовой луной, которая оказалась больше, чем на самом деле, любовались люди в Сантьяго в Чили и в венесуэльском Каракасе. Улицы столицы Индии Нью-Дели были пустынны в связи с локдауном, вызванным всплеском заболеваемости COVID-19. Для индуистов свет гигантской луны означает символ надежды на избавление от пандемии. В это время отмечается рождение Ханумана, популярного божества в образе обезьяны. Он считается покровителем наук и сельской жизни. По причине прохладной погоды аудитория шоу на пляже Бонди-Бич в Сиднее оказалась не очень многочисленной. Красноватый оттенок луне придавал рассеянный в воздухе дым от контролируемых пожаров, устроенных для уменьшения риска от природных возгораний. Италия смягчает санитарные ограничения. Для посещения открылись достопримечательности страны. Однако узнать, например, Помпеи без привычных толп туристов крайне сложно. Продолжит тему Никита Конев. Непривычно тихо было на развалинах древнего города Помпеи во вторник, когда он вновь открылся для туристов.
На протяжении последних 2 месяцев достопримечательности были закрыты для посещения из-за жестких ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Но Италия ослабляет карантинные меры, так что теперь желающие вновь могут посмотреть на руины. Времена, когда толпы зевак, туристические группы из разных стран осаждали эти места, кажется, прошли безвозвратно. Лишь немногие счастливчики теперь наслаждаются тихой и расслабляющей прогулкой. Посетители таким изменениям только рады. Я месяцами ждал повторного открытия Помпей. И, наконец, сегодня могу оценить это место в прекрасный день, без всех толп, и могу наслаждаться им еще больше. По данным Национального агентства по туризму Италии, в 2020 году число посетителей Помпеи сократилось примерно на 44% по сравнению с 2019. И, по мнению специалистов, ждать возвращения к прежним числам не стоит до 2023. Телеаудитория трансляции церемонии вручения премии «Оскар» упала на 58% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, телевизионную трансляцию этого года увидело самое маленькое число зрителей за всю историю. Почему интерес к «Оскару» снижается, расскажем далее. Победителем в номинации «Самый низкий рейтинг» становится церемония вручения «Оскаров» этого года. По предварительным данным, опубликованным в понедельник, телевизионная аудитория воскресной трансляции упала до рекордных 9,85 миллионов человек. Это на 58% меньше, чем в прошлом году. Тогда церемонию посмотрели 23,6 миллиона зрителей. Однако утешением для телеканала ABC может служить то, что из-за пандемии коронавируса такая же судьба постигла абсолютно все живые вручения наград. Телеаудитории Эмми в сентябре и Грэмми в марте также стали самыми малочисленными в истории, а рейтинги февральских «Золотых глобусов» были на 60% ниже, чем в прошлом году. Пытаясь привлечь зрителей и не нарушить мер безопасности, продюсеры «Оскаров» приняли ряд необычных решений. Церемония проходила в интимной обстановке с участием исключительно узкого круга номинантов и их гостей на историческом вокзале Union Station в центре Лос-Анджелеса. Это, однако, вызвало немало критики. Люди утверждали, что трансляция получилась скучной и непоследовательной, и называли ее железнодорожной катастрофой и полным сходом с рельсов. Но были и моменты, которые запомнятся надолго, такие как вручение награды Хлое Джао за лучшую режиссуру. Она стала второй женщиной в истории и первой небелой женщиной, победившей в этой номинации, а ее фильм «Страна кочевников» выбрали лучшей картиной года. Возвращаемся в наш регион. Технопарк Якутия и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний подписали соглашение о сотрудничестве. Документ дает резидентам технопарка возможность проходить стандартизацию, сертификацию и испытания по принципу единого окна. Разумеется, с привлечением аккредитованных подведомственных организаций Росстандарта. Кроме того, сотрудники Росстандарта смогут проводить метрологические испытания на производстве, а также подтверждать соответствие качества изготавливаемой резидентами продукции по национальным стандартам. Это в первую очередь ГОСТ и ГОСТ-ЭР в национальной системе сертификации. Сегодня Центр осуществляет проверку более 400 типов средств измерения по 13 направлениям, проводит аттестацию испытательного оборудования и сертификацию продукции. Допустим, инновационный продукт, чтобы вывести в производство, необходимо его сначала стандартизировать, а потом сертифицировать. То есть это определенный вид работ, начиная от разработки стандарта, заканчивая его регистрацией. Стандарт бывает технические условия, стандарты организации, ну и национальные стандарты ГОСТ. То есть Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха-Якутия предоставляет такую возможность в полном объеме получить этот комплекс услуг, задействовав, подключая все подведомственные организации, институты и испытательные лаборатории по всей России, подведомственные Росстандарту. Это позволяет в одном огне удобно получить весь спектр услуг. 2 недели назад девушка упала со знаменитой Лысой горы в Ленске. Этот случай не единственный. Множественные ушибы, переломы и даже летальный исход. Такие последствия могут быть у экстремального отдыха. Наши коллеги выясняли, почему к упавшим с горы не приедет скорая помощь. Я просто покатилась вниз. Везде были деревья. Очень боялась врезаться в них. Когда я приземлилась в сугроб,
Не поняла сначала, живая или мертва, но все лицо в крови. Лицо уже не в крови, но показывать его пострадавшая линчанка не хочет, как и обнародовать свое имя. 2 недели назад девушка отдыхала с компанией на известной в городе Лысой горе. Все тело в ушибах. Травматологи поздравляли горожанку со 2-м днем рождения. Среди тех, кто может оказаться на больничной койке, как и наша героиня, в Ленске сотни. Ежегодно любители острых ощущений и красивых фотосессий поднимаются на злополучную гору. Ее высота более 200 метров, это почти 66 этажей. Тянет на приключения не только взрослых. Все чаще отмечают врачи, подобный экстремальный отдых заканчивается травмами, иногда смертельными. Эта гора не приспособлена для занятия горнолыжным спортом, для спуска на санках, на ватрушках, на других подручных средствах. Гора эта находится далеко. Если гражданин получит травму на этой горе, к нему очень трудно подобраться будет. Скорая помощь не может на лед выехать. Вертолет туда не сможет прилететь. Пациента надо будет на носилках нести. Опасности подвергаются не только на скалистой вершине, но и при переходе через реку. 10 апреля женщина сломала ногу. Вызывали спасателей. Сотрудники МЧС напоминают, нельзя находиться на льду, когда столбик термометра показывает плюсовую температуру. Не стоит забывать, повторюсь, что лед теряет былую структуру и возможен провал под лед. Поэтому будьте бдительны и осторожны. Не провалились, но были на грани. Этот случай произошел в мае 2020-го, как только на реке прошел густой лед. Компания парней на льдине отплыла от берега. Им повезло. Вовремя вызвали спасателей. Случается и такое, что люди в нетрезвом виде открывают купальный сезон весной на праздники. Не ждут, пока речка освободится. В этот раз майские выходные затяжнее, чем обычно. Хоть Лена еще не прошла, лед тонкий. Поэтому не совершайте глупостей. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В Усть-Майском районе местному жителю отменено условно-досрочное освобождение. По сообщению прокуратуры, в конце 2019 года мужчина, ранее осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок – 1 год и 9 месяцев. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. Сообщается, что осужденный систематически выпивал, за что 6 раз в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. В связи с этим постановлением суда, с учетом мнения прокурора, осужденному условно-досрочное освобождение отменено с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на 1 год и 9 месяцев. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли серию краж в Якутии. По информации регионального МВД, сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж электроинструментов и другого имущества со строительных объектов в Якутске. В апреле в полицию стали поступать заявления бригадиров подрядных организаций о пропаже с объектов инструментов и материалов. Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. Выяснилось, что кражи совершались преимущественно под покровом ночи. Для задержания неизвестных злоумышленников оперативники вели скрытое наблюдение на строящихся объектах. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены 33 и 44-летние мужчины, один из которых ранее уже был судим за совершение краж. По всем 4 эпизодам возбуждены уголовные дела, часть похищенного имущества изъята. В Якутске возбуждено уголовное дело за уклонение от административного надзора. По сообщению МВД, 48-летний мужчина пытался уклоняться несколько месяцев. Отмечается, что он ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против личности. Это побои и грабеж. Посещать территориальный отдел полиции и быть всегда на связи с участковым уполномоченным полиции его обязал суд. Однако, несмотря на проводимую с ним профилактическую работу, наличие семьи, мужчина продолжал вести сомнительный образ жизни. Ушел от жены, бродяжничал, не работал и злоупотреблял алкоголем. За нарушение решения суда в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в социальный центр. Главный инженер филиала угольного разреза предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба. Об этом сообщает Следственный комитет по республике. Расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, главный инженер филиала «Якутуголь» обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. В условиях особого противопожарного режима на территории Тампонского района мероприятия по предотвращению возгорания
возгорания травяного покрова, кустарников, лесных массивов в пределах земельного отвода угольного разреза и мероприятия по снижению влияния взрывных работ на окружающую среду фактически не выполнены. И главным инженером не проконтролировано их выполнение. Так, минерализованная полоса, отмеченная на маркшейдерской съемке плана угольного разреза Джибарики-Хая, и которая должна находиться на земельном отводе, фактически не прочищена, не обновлена и проросла сухой растительностью, говорится в сообщении. Впоследствии на угольном разрезе были произведены взрывные работы, приведшие к возникновению лесного пожара, что повлекло причинение лесному фонду крупного ущерба на сумму около 4,5 миллионов рублей. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По факту частичной невыплаты заработной платы на предприятии, занимающемся производством хлеба и мучных изделий, возбуждено уголовное дело. Следственный комитет сообщает, что по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено дело. По данным следствия, за январь-декабрь прошлого года на предприятии свыше 3 месяцев не выплачена заработная плата 5 работникам на общую сумму около 800 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. В ходе предварительного следствия следователями будут приниматься меры по полному погашению задолженности. Расследование продолжается. В Чаде в ходе протестов против Временного военного совета погибли по меньшей мере 2 человека. Об этом сообщили очевидцы. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. По меньшей мере 2 человека были убиты и 27 ранены в Чаде во вторник, когда в стране начались протесты. Демонстранты требуют от военных, сформировавших Временный совет после смерти президента Идриса Деби, передать власть гражданским. Один из сотрудников больницы в столице Нджамене, пожелавший остаться анонимным, подтвердил смерть 20-летнего мужчины, которого доставили в отделение неотложной помощи вместе с другими пострадавшими. Очевидцы также рассказывают о гибели протестующего во втором по величине городе-государства Мунду. 20 апреля стало известно о кончине президента страны. Деби был ранен в столкновениях между армией Чада и повстанцами на севере. После этого военные во главе с сыном покойного Махматом Деби взяли власть в свои руки, объявили переходный период на 1,5 года и распустили парламент и правительство. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Юрий Осипов представил рубрику ЧП, а мы идем далее. Приемная комиссия СВФУ в этом году начнет работу с 20 июня. На следующий учебный год университету выделено свыше 4000 бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования. Как будет вестись прием документов в материале Саргалан Неустроевой. В прошлом году подача документов в высшие учебные заведения онлайн успешно показала себя на практике, в связи с чем в августе 2020 года Министерством образования и науки России был утвержден новый порядок работы приемной комиссии. Как и в прошлом году, подать документы на поступление будет возможно дистанционно. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса наш университет подготовил и разработал собственный сервис, называется «Личный кабинет абитуриента СВФУ». В прошлом году личный кабинет себя отлично показал, и в этом году мы также его будем использовать. А также наш вуз вошел в список вузов, которые будут участвовать во втором этапе пилотного тестирования суперсервиса поступления в вуз онлайн посредством портала госуслуги. А между тем вопрос о том, что же ожидает тех, кто уже собирается оканчивать учебу в университете, все еще открыт. К сожалению, у многих в прошлом году все торжественные мероприятия по случаю выпускного были отменены, а защита дипломов прошла в формате онлайн. Через месяц посмотрим, да, это где-то обычно у нас проходит в начале июня. Если к этому времени ситуация будет лучше, да, то, наверное, сделаем, с применением всех ограничений, да, может быть, выдачу красных дипломов сделаем офлайн. Но ситуация такая, что на данный момент мы в голове держим, чтобы, как и в прошлом году, онлайн проведем данное мероприятие. Тем не менее, не обходится и без положительных моментов. Как подчеркнул Анатолий Николаев, количество желающих после окончания университета выехать в районы увеличилось на более чем 7%. Кроме того, пандемия также не повлияла и на количество студентов, оканчивающих университет с красным дипломом. А самое главное – подготовить хороших специалистов.
Ведь хороший специалист зависит не от цвета диплома, да, от того, насколько вот он получил хорошие навыки, хорошие знания в стенах нашего университета. Сейчас университет делает много, чтобы наши образовательные программы стали как бы практикоориентированными, да, больше ориентированы на наших работодателей. В целом тенденция поступающих в СВФУ положительная. Так, в прошлом году из 8 тысяч абитуриентов, подавших заявки, поступило более 5500 студентов. И это при том, что количество бюджетных мест в прошлом году было меньше – всего 3943. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Базовая кафедра нефтегазового дела в Мирнинском политехническом институте. Первая и единственная в республике, которая готовит квалифицированных специалистов в нефтегазовой сфере. Сейчас наш корреспондент Марферина Алексеева находится в политехническом институте. Марферина, приветствую. Расскажи подробнее, специалистов какой профессии готовит кафедра и как поступить в институт. Сергей, приветствую. Да, мы сейчас находимся в такой лаборатории именно нефтегазового дела в Мирнинском политехническом институте. И в последнее время очень актуально нефтегазовая промышленность входит в промышленность вообще Якутии, особенно в западной части Якутии. И поэтому вот нам недавно, кстати, тоже удалось поработать с очень такой молодой компанией «Саханефть», которые рассказали, что каждый год, ежегодно очень много месторождений открывается, но не хватает именно специалистов. Вот. И в ближайшем будущем уже будут трудоустраивать где-то более 300 человек именно местного населения. К тому, что не хватает специалистов, нам хотелось бы как раз-таки осветить тему того, что в Якутии единственный институт, это Мирнинский политехнический институт, который готовит квалифицированных специалистов именно в этом направлении. Сейчас мы находимся именно вот в этом институте и поговорим с заведующим кафедры Кириллом Томским. Кирилл Томский, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о направлениях и преимуществах вашего института. В первую очередь хотелось бы обратиться к будущим абитуриентам, их родителям. Мне кажется, немножко обходят стороной наши школьники, абитуриенты, нефтегазовую отрасль, уделяют, скажем так, не так много внимания, которое хотелось бы, да. А ведь нефтегазовая отрасль, она является уже сейчас фундаментом и, скажем так, экономической опорой для всей нашей республики. И роль нефтегазовой отрасли, она будет с каждым годом возрастать, и возрастать очень такими быстрыми темпами. И если мы говорим вот о нефтегазовой отрасли нашей республики, то основные месторождения, основные крупнейшие компании, скажем так, игроки вот этого нефтяного бизнеса, они находятся именно на территории Западной Якутии. То есть в первую очередь это Мирнинский район и Ленский район. Здесь работают такие компании, как Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, и вот за последнее время очень активно развивается Саханефть в лице Иркутской нефтяной компании. И вот наш институт, он находится вот в центре нефтегазовой отрасли нашей Якутии. И без всякого привлечения от нашего института очень близко доехать до всех этих крупнейших месторождений. И поэтому у нас, у студентов, очень такое важное преимущество, хорошая практика качественная на реальных месторождениях у крупнейших компаний данной области. И следующий очень такой важный момент, про который тоже очень многие не знают, да, вот в 2018 году, благодаря нашему взаимодействию и благодаря поддержке компании «Тасверехнефтегаз-Добыча», это дочернее общество компании «Роснефть», у нас на базе института открылась первая и единственная базовая кафедра компании «Роснефть». Первая и единственная базовая кафедра на территории республики Саха-Якутия. То есть, если говорить об этих кафедрах базовых компании «Роснефть», то их всего около 20 по России. И вот и первая, и единственная открылась именно в Мирном. И вот, скажем так, в центре нефтегазовой отрасли нашей республики. И, что значит базовая кафедра? То есть это, во-первых, как я уже сказал, это очень хорошая, оплачиваемая, что очень немаловажно для студентов, производственная практика. Это учебный процесс, это рабочие программы и непосредственно сам образовательный процесс, который проходит при непосредственном согласовании и участии ведущих специалистов компании «Роснефть».
Это всевозможные различные мероприятия совместные наши, это и конференции, и различные деловые игры, которые направлены на повышение профессиональных качеств будущих своих сотрудников. И хорошая лабораторная база, материально-техническое оснащение, которое также у нас развивается благодаря компании «Тасвиряхнефтегаз-Добыча». И все это позволяет в итоге на выходе получить очень востребованного специалиста, который нужен нашей развивающейся нефтяной промышленности. Ну, а если говорить о том, что какие документы нужны, какие экзамены нужно сдавать и как звучат эти специальности? Ну, направление у нас нефтегазовое дело, и готовим мы по двум профилям. Это эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. И второй профиль – эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ. Это как раз-таки те профили, которые наиболее востребованы на территории республики, потому что у нас на территории республики основная часть нефтегазового бизнеса, она нацелена именно на добычу нефти и газа и дальнейшей транспортировки. Поэтому данные профили, они у нас на территории республики, готовим по ним только мы. Если говорить о документах, весь необходимый перечень документов, он представлен на сайте отборочной комиссии Северо-Восточного федерального университета. Экзамены, которые необходимо сдавать, это математика, русский язык и физика, либо информатика. То есть в этом году такое изменение произошло, что не только физика рассматривается, но еще и информатика. То есть можно сдавать математика, физика, русский, либо математика, информатика, русский. То есть с такими экзаменами по ЕГЭ можно поступить на наше направление. Если говорить об условиях, что предоставляется, тут как у вас общежитие, вот тоже как оснащена, это всегда всем интересно. Да, общежитие у нас очень комфортное, и общежитие предоставляется всем, без исключения поступившим студентам, это тоже одно из таких немаловажных преимуществ. То есть неважно, либо ты на бюджетное место поступил, либо на коммерческое, тебе будет предоставлено общежитие. Если говорить про наше направление, то у нас в этом году 22 бюджетных места. И еще раз хочется немножко сказать про кадровое развитие на территории Мирнинского района и Ленского района, на территории Западной Якутии. Компания «Роснефть», она очень системно и фундаментально, скажем так, подходит к формированию своего будущего кадрового потенциала. Она как раз-таки нацелена на то, чтобы воспитывать и готовить себе будущие кадры, начиная со школьной скамьи. То есть у нас также на базе нашего взаимодействия реализуется программа «Непрерывное образование. Школа, вуз, предприятие». В Мирном и в Ленске есть Роснефть-классы. На базе Мирнинского института есть базовая кафедра компании «Роснефть». И в дальнейшем, попадая в эту крупную нефтяную компанию мирового уровня, у молодых специалистов есть своя программа развития молодых специалистов. И все это позволяет будущим абитуриентам, специалистам не просто получать достойную заработную плату, она считается одной из самых высоких в среднем по республике и по России, но и всесторонне, профессионально, карьерно развиваться в этом направлении. Поэтому я хочу призвать будущих абитуриентов, их родителей обратить внимание на нефтяную и газовую отрасль республики и думать в первую очередь о последующем трудоустройстве и какие возможности открывает в будущем та или иная компания, та или иная отрасль. Спасибо вам большое за комментарий. И я знаю, что действительно у вас трудоустройство, у вас очень адресно готовят специалистов. Вы так как сотрудничаете с такими большими компаниями, то трудоустройство именно выпускников этого института намного легче, и даже 80-90% такая цифра была официально озвучена. А на этом у меня все. Сергей. Марферина, спасибо. Благодарим спикера за подробную информацию. Ну а мы продолжаем выпуск. Создать азбуку для первоклашек, провести праздники для особенных детей, рассказать о победе в Великой Отечественной войне в цифрах. 11 добрых дел предложили сделать юные айхальцы. В поселке провели конкурс проектов. Идеи были самые разные, от культурных мероприятий до благоустройства Айхала.
Участники конкурса – это почти 30 воспитанников учебных заведений. Ребята предложили создать мотоклуб, провести яблочный фест, создать настольные патриотические игры. Всего жюри оценивало 17 проектов. Лучшие идеи отметили денежными призами, грамотами и ценными подарками. Многие проекты воплотили в жизнь. Очень интересные идеи предложили в этом году школьники, молодежь поселка Айхал к реализации в рамках празднования 60-летнего юбилея. Так, например, проект «Азбука Айхала от А до Я» нашел отклики у жюри нашего проекта, и данный проект взял гран-при. Еще один проект, который мы, как организаторы главных празднеств, берем себе на заметку, это проект «Яблочный фест». А также обязателен к реализации в этом году на территории поселка Айхал проект «Исторический улица Айхала». Первые уроки хомуса получили в коллективе детского сада «Звездочка» в Алекминском районе. Учениками выступили сами педагоги. Первыми результатами творческой деятельности поделились с Еленой Фаст. Звуки хомуса слышны издалека. В небольшой комнатке идет урок, в этот раз для взрослых. Давно мечтали научиться этому искусству, делятся взрослые ученики. Потом можно вот так. В нашем учреждении реализуется проект «Мы разные, но мы вместе». Мы давно уже заинтересовались вот как раз вот творчеством таким вот, обучение игре на хомусе. Но не было, как говорится, подходящего, может быть, педагога, кто бы нас научил. А сейчас, конечно, Анна Трофимовна, мы очень рады, что она пошла к нам навстречу и как раз вот обучит членов нашего коллектива. Кто-то впервые, а кто-то сейчас узнает, какие еще приемы есть для исполнения. Виртуозом я себя не считаю. Самые такие основные азы. Вот здесь что-то почерпнули для себя сегодня? Да, конечно, очень было интересно, что не просто там одной рукой играем, ударяем, да, в этот язычок, но и есть разная техника. Специалист Национального центра культуры искренне рада. Учить, когда ученикам в удовольствие, здорово. Некоторые вообще не держали. Сегодня впервые взяли и уже звуки. Но это такой инструмент и демократичный, и маленький, куда угодно можно с собой носить. И самое главное – извлекать звуки, а импровизация потом придет. Для этого инструмента нет преград. Ни возраст, ни национальность не имеют значения. Ощущения очень хорошие. Во-первых, мы очень долго, была мечта научиться все-таки. Конечно, в записях мы просмотрели, и конференция была, мы ходили, но 2 дня это абсолютно недостаточно. У многих на хомусе играют уже дети, а теперь и они сами пробуют себя и рады. Получается. Уроки впереди еще будут. А сейчас первый результат. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Неделя, посвященная Дню Республики, продолжается в Нерюнгри. Для желающих провести время интересно и с пользой был организован мастер-класс по якутским национальным настольным играм. Азам ловкости рук обучилась наш корреспондент. Хабылык и Хаамыска – это национальные игры на ловкость рук, которые с 2012 года вошли в соревнования по национальным видам спорта игры Манчары, а с 2019 года в игры Олонхо. Основным инвентарем игры Хабылык являются деревянные лучины, а в игре Хаамыска – это небольшие деревянные кубики. У всех присутствующих была возможность попробовать свои силы благодаря педагогам Республиканского центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, конечно, развивают мелкую моторику и пальцев, это и реакция, это и усердие, это и в то же время это и воля, волевая сфера, насколько нужно быть усердным, насколько нужно быть терпеливым, чтобы вот научиться, во-первых, и в то же время пройти с этой игрой по жизни и уметь передавать эту игру еще и другим. Также с удовольствием ребята соревновались в играх «Тыксан» и «Тырынка». Аналоги этих игр существуют у многих народов мира. Например, «Тырынка» – это что-то вроде игры в бирюльке, а «Тыксан» –
игры в камешки. Мы не смогли удержаться, чтобы хоть где-то не поучаствовать. Сейчас я попробую сыграть в игру, которая называется «Охотник». Она развивает глазомер, меткость и мелкую моторику. Здесь есть такие фишки, которые сделаны из костей, которые находятся в хвосте у коровы. Нужно попасть одной фишечкой в другую. Вот сейчас я это и попробую. Молодец. Мимо. У меня было 3 попытки, и все 3 попытки мимо. Но я буду над этим работать. Как оказалось, игры расходуют много энергии. Поэтому здесь же участникам было предложено отведать блюдо якутской национальной кухни. Все участники мероприятия ушли сытые и довольные. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Теперь о спорте. Российские хоккеисты проиграли финнам в матче 2-го тура группового этапа юниорского чемпионата мира. Детали знает Власий Сергеев. Власий, добрый день. С каким счетом завершилась эта игра и каково турнирное положение россиян? Сергей, здравствуй. В основное время и овертайме команды победителя не выявили, сыграв ничью со счетом 3-3. В серии буллитов точнее оказались финны. Россияне после 2 туров идут на 2-й строке своей группы. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России в серии буллитов уступила команде Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров. Турнир проходит в США. Основное время встречи овертайм завершились со счетом 3-3. У россиян дублем отметился Федор Свечков. Еще одну шайбу забросил Никита Чебряков. В составе финнов отличились Саму Салминин, Вилле Койвунин и Саму Туамала. После 2 матчей предварительной стадии наша команда занимает 2-е место в таблице группы «Б», набрав 2 очка. В следующем туре россияне сыграют со сборной Германии. Омский «Авангард» в гостях со счетом 2-0 победил московский ЦСКА в 5-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Заброшенными шайбами отметились Дамир Шарибзянов и Рид Буше. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу омского клуба. Напомним, на пути к финалу «Авангард» поочередно обыграл «Автомобилист», «Металлург» и «Акбарс». Ну а ЦСКА держал победу над «Спартаком», «Локомотивом» и «СКА». В рамках регулярки клубы провели 2 матча. В обоих случаях победу праздновали армейцы. 6-й матч финальной серии пройдет сегодня на домашней арене омских хоккеистов. Футболисты английского «Челси» сыграли в ничью с испанским «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1-1. В составе аристократов взятие ворот провел Кристиан Пулишич. У хозяев поля отличился Карим Бензема. Для форварда сливочных этот гол стал 71-м в рамках Лиги чемпионов. По этому показателю он вышел на 4-е место, сравнявшись с бывшим игроком «Реала» Раулем. Отметим, что испанский клуб является рекордсменом по количеству побед на этом турнире. В его активе 13 титулов. Ответный матч данного полуфинального противостояния пройдет 5 мая в Лондоне. Заявки национальных сборных, которые выступят на грядущем чемпионате Европы по футболу, будут расширены до 26 игроков. Сообщается, что УЕФА принял такое решение из-за увеличившейся нагрузки на футболистов в связи с пандемией коронавируса. Ранее команды могли заявить до 23 игроков. Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах, в число которых входит Санкт-Петербург. Северная столица России примет 6 матчей группового этапа и 1 четвертьфинальную встречу. На групповой стадии российские футболисты сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал переход полузащитника российского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Как сообщает СМИ, руководители туринского клуба готовы заплатить за грузинского футболиста порядка 20 миллионов евро. Ранее интерес к Кварацхелии проявляли немецкая «Бавария», а также итальянский «Милан». Отметим, что нынешний контракт полузащитника с казанцами рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне 20-летний футболист провел за «Рубин» 23 матча, в которых отметился 4 результативными ударами и 8 голевыми передачами. Якутский тэквондист Вячеслав Лукшин стал победителем 2 всероссийских турниров. Сначала спортсмен выступил на Кубке президента Федерации тэквондо Санкт-Петербурга, где выиграл золото в весе до 51 килограмма. Затем якутянин заявился на турнир «Битва в Подмосковье». На этом старте Лукшин стал обладателем наград высшего достоинства сразу в 2 возрастных категориях – среди юниоров и среди взрослых спортсменов весовой категории до 54 килограммов. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Власий, спасибо. Новости спорта нам представил Власий Сергеев.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Какие еще знаменательные события связаны с сегодняшним днем? Смотрите далее. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. Также сегодня День работников скорой медицинской помощи в России. 28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности, иначе он называется День химической безопасности. По народному календарю, если южный ветер дует несколько дней подряд, то это к дождю. Если ночью холодно, а днем стоит жара, то установится хорошая погода. 28 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. В 1914 году в этот день в США запатентован воздушный кондиционер. 28 апреля 1947 года норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту Кон-Тики. Цель его путешествия – подтвердить свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки. Плавание Хейердала длилось 101 день и завершилось успешно. 28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста. Американский миллионер Деннис Энтони Тита отправился в космос на борту российского корабля «Союз ТМ-32», который затем пристыковался к Международной космической станции. 28 апреля 1937 года родился Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака. В 1948 году в этот день родился Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст. 28 апреля 1974 года родилась Пенелопа Круз, испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар». Именины в этот день празднуют Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Сава, Севастьян, Трофим и Федор. Алданцы вновь взялись за лопаты. За последние сутки выпало обильное количество снега, а порывистый ветер образовал переметы на выездах из дворов и стоянок. Городские власти сетуют на аномальную погоду, которая сводит на нет и проделанную работу по пропуску талых вод. Подробности в сюжете Татьяны Бахниной. В День Республики погода вновь преподнесла алданцам сюрприз в виде обильного снегопада. Сугробы выросли до полуметра. Ситуация на дорогах серьезно осложнилась. Скользкие участки покрыты сугробами, местами образовываются переметы. Дорожные службы стараются противостоять апрельской метели. Работает вся техника, которая на сегодняшний день имеется в городе. Дополнительные подрядчиков, предприниматели подключили. Сегодня порядка каждый день выходит до 11 единиц техники на город. Да, снежная весна, впереди еще очень много работы. Если днем ранее термометры показывали плюс, то ночью температура опустилась до -10, сковав подтаивавшую снежную массу. Снегопад не прекратился. Отметим, в настоящее время идет подготовка к весеннему половодью, и сюрпризы погоды существенно осложняют процесс. Если снегопадов не будет, то в течение 5 дней должны полностью закончить все противопаводковые мероприятия. Ручей каменистый, пропуск по канавам, кюветному хозяйству по городу Алдану. Есть, где канавы прокопали ранее, они уже затянуты льдом. Водным объектам особое внимание уделяют жизнеобеспечивающие структуры. Вскрытие рек ожидается в первых числах мая. В последние дни апреля спасателями планируются облеты. На сегодняшний день, 28 апреля, по прогнозу Гидромет Якутска, на территории Алданского района до 30 апреля продолжается выпадение осадков в виде снега. По паводковой обстановке на территории Алданского района по рекам Алдан и Амга. В связи с большим выпадением осадков вскрытие рек планируется по реке Амга 8-9 числа, по реке Алдан 10-11 числа. По предварительному прогнозу паводок пройдет без происшествий. По прогнозам синоптиков, к выходным снегопад прекратится, а температура поднимется до +10. Власти призывают граждан к осторожности. В весенний период, щедрый на оттепели, снегопады и гололед, увеличивается риск травматизма. Опасность как расстилается под ногами, так и нависает над головой. О сходах снега с крыш также забывать не стоит. Татьяна Бахнина, Георгий Баранов, Алдан.
В завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане снегопад продолжается, минус 4 градуса. Снег продолжит идти вечером и ночью. Похолодает до минус 7. Северо-западный ветер от 3 до 9 метров в секунду. В Нерюнгри сегодня тоже выпал снег. Днем минус 3, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Вечером и ночью осадки продолжатся. Столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. В Ленске переменная облачность плюс 2. К вечеру похолодает до минус 3 градусов. Ночью еще холоднее, минус 8. Северный ветер с порывами до 5 метров в секунду. В алмазной столице сегодня также переменная облачность, в Мирном плюс 3, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Вечером похолодает до минус 2, а ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Столицу республики зима не хочет отпускать. Сегодня пасмурно, в Якутске днем 0 градусов, ночью похолодает до минус 9. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 49%. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас в течение этого часа. Помните о безопасности, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.